Сквер перед первой школой – один из проектов, которые представлены на голосовании по программе формирования комфортной городской среды. Оно, напомним, стартовало 15 апреля и завершится уже в следующий понедельник, 30 мая. Времени остается не так много. Еще раз о том, за какие проекты можно проголосовать, расскажет Евгений Стокас. От Воркуты до Сыктывкара в 9 муниципалитетах в этом году проходит голосование по объектам программы формирования комфортной городской среды. Сейчас жители Коми голосуют за 37 объектов или дизайн-проектов. За то время, пока федеральная программа действует, города республики сильно преобразились, местами до неузнаваемости. В рамках программы формирования комфортной городской среды в муниципальном образовании города Ухта с 2018 года по 2021 год было благоустроено 10 общественных территорий и 55 дворовых территорий. В рамках этой программы люди имеют возможность проголосовать, выбрать территорию, которую они хотят видеть благоустроенной. И поэтому люди голосуют, люди принимают активное участие. Благодаря народному проекту «Касается каждого», который выходил в эфире Юргана по вторникам, с самого начала голосования удалось убедиться в активности жителей региона. Каждую неделю с кураторами, депутатами, представителями власти и самими жителями мы обсуждали один конкретный проект из одного муниципалитета. Еввинский парк семейного отдыха, сквер перед домом номер 7 в Сосногорске, проезд до детского сада «Сказка» в Жешерте, Ухтинскую набережную Нефтяников и сквер перед первой школой в Сыктывкаре. Зрители включались в обсуждение, ведь все это народные проекты, которых порой очень не хватает в наших городах, особенно небольших. Да, вроде все нормально. Лишь бы детские площадки больше были бы. А остальное нормально все. И тротуары вроде, все нормально. Хотелось бы, конечно, видеть все-таки тротуары, все-таки дороги, чтобы все-таки отремонтировали все равно. И, наверное, может быть, парки какие-нибудь бы еще сделали, какую-то парковую зону, потому что одной все равно мало. Мы же тоже живые люди, мы хотим отдыхать, мы тоже город. Так что очень довольны парком. На Гагаринке у нас открыли 3 медведя, зелененький парк, и там что-то благоустроят, так что очень все довольны. При этом позитивные изменения отмечают везде, и в целом в республике в этом году проголосовало за проекты уже больше человек, чем в прошлом. Тем не менее, до целевого показателя, установленного федеральным центром, еще не добрались Воркута, Печора и Сыктывкар. Как отметил руководитель Минстроя Коми Игорь Кузьмичев, высокий процент проголосовавших – это подспорье для выделения региону средств на другие проекты, например, на благоустройство набережной в столице. С учетом того, что мы совместно с администрацией на основании концепции, допустим, развития Кировского парка сейчас на правительство Российской Федерации уже, так скажем, в высокой степени проработки вопрос выделения дополнительных средств, мне кажется, что одним из подкрепляющих нашей позиции будет именно активное голосование, и одной из ослабляющих позиций как раз-таки недостаточная активность населения. Поэтому жителям Сыктывкара, Печоры и Воркуты нужно более активно включаться в голосование, особенно сейчас, когда до его конца осталось всего несколько дней. Голосование завершится уже 30 мая. Евгений Стокас, Александр Карепин, Юрган.